вас ребенка, я бы хотела немножко также выступить, рассказать напутственные слова вам. Я очень рада находиться с вами в этой прекрасной атмосфере. Поздравляю вас всех с Днем беременных. Я очень рада вас здесь видеть. Рождение ребенка – это, конечно же, значимое событие, к которому готовится каждая мама, каждый родитель. Но оно приносит большую радость для каждой мамы. И с радостью, конечно же, приходят и новые заботы. Чтобы к этому событию готовятся не только мамы, но готовимся и мы, педиатры. Чтобы первые дни и месяцы вашего ребенка проходили спокойно, без проблем, необходимо заранее к этому готовиться. Я хочу сказать, что с рождения до 18 лет ваши дети будут наблюдаться педиатрами. У нас в больнице есть детское отделение, где имеется 3 участка. Работаем 3 педиатра и 4 медсестры. Ну, конечно же, хочу отметить, очень важно до рождения ребенка обустроить детскую малыша, чтобы оно было безопасно, красиво и без лишних трат. В первую очередь нужно обратить внимание на спальное место ребенка, потому что как ребенок рождается, что он делает? Спит. Вот. Поэтому важно приобрести отдельную кроватку. Кроватка должна стоять в комнате родителей, но и, соответственно, ребенок должен спать отдельно от родителей, но в одной комнате с ними. В кроватке должна быть матрас с твердой поверхностью, ровной. Мы все любим, чтобы бортики, края кроватки оформить красивыми подушками, всякими, украшать любим. Это, конечно же, стильно, модно, молодежно, но я вам рекомендую отказаться от них, пока ваш ребенок не подрастет, так как это может повысить риск синдрома внезапной младенческой смертности. Также важно обустроить для пеленания ребенка комод удобный с пеленальной доской, чтобы маме было комфортно пеленать, менять подгузники, чтобы все необходимые вещи были под рукой. Это, например, как подгузники, пеленки, влажные салфетки и так далее. Еще хочу отметить, что микроклимат дома также имеет важную роль в развитии ребенка. Влажность в комнате должна составлять 40-60%, температура оптимальная 18-22 градуса. Чтобы такая влажность сохранилась, можно приобрести увлажнитель воздуха. Также важно освещение. В комнате должно быть мягкий свет. Приветствуется, когда есть в комнате шторы, чтобы можно было приглушить свет, когда ребенок спит. Вот. Также после рождения ребенка вам необходимо будет оформить документы для ребенка. Это свидетельство о рождении, полис, СНИЛС. И первые 3 суток после выписки педиатры проводят первичный врачебно-сестринский патронаж на дому активно. Так что не удивляйтесь, если мы к вам придем, чтобы осмотреть новорожденного.